стористар халгайнем битинде. Пока не буду рассказывать ничего про проблемы с песней и с клипом. Рухсат ет. Шанки шарелхандарында. Немеге анда интрига создавать деп утра. Хиделя куинде. Специально интригу создаешь. Хайпуешь. Мен нифига достарал айтып хайповать етмейм, хәз беләһегез. Мен всегда тотам да весь дөресен һөйләйм. Никогда берәмә яшермәйм. Никогда не интригую. Худып-мудып 2 көндік интригалар халып отырмайым. Специально айтып. У меня нет такого. Меня даже Реналь әрдей меня улайта. Зачем ты тотаңда сразу весь һөйләйсің? Ты растягивай на 1-2 дня. А я так не умею, не могу. Меня надо все честно взять и рассказать. А почему мен хәзер һөйләмәйм? Потому что, достар, проблема еще не решена. И мы боимся, что мы можем усугубить ситуацию, понимаете? Ну, короче, мы на хәзер бер тагын килдек встречага. Эта встреча, надеюсь, Алла бирха все решит. Если все решит Алла бирха, весь мотор тип һөйләп бирәм. А если не решит, то тоже һөйләргә придется инде. Потому что нам придется судиться. Короче, в любом случае меня придется һөйләргә. Сегодняшний день все решит. Мы подъехали на стрелку. Сегодня все решится. Мы обратились к двум адвокатам, это Рима Мутбаева и Маншин Амин. И вытащили записи заявления у Хасана Усманова, которые в БСТ написано, что автор указан на меня. У меня 97-го книга, конечно, не с собой, 97-го года книга есть, у меня черновики есть, базовый материал, то есть доказательный материал мы посмотрели, все у нас есть. А что ж вы 20 лет он пел, почему эту песню, почему вы ему не предъявляли? Почему, когда именно я взяла, до этого 20 лет он пел, он везде указывал как автора. Даже БСТ есть. А я вот, который вы отправили бумагу, что он получил патент, я это не видела. Нет, он, получается, 20 лет пел, он указывал вас как автора. Да, я даже клип могу показать, я вам отправил, и везде написано. Нет, а зачем тогда нам претензии? Мы же тоже вас как автора указываем. Нет, я попросила, я переписку. Нет, подождите, вы тоже сначала послушайте. В клипе же мы как автора даже Хасана Усманова не указали. Мы в клипе сейчас не указывают автора, а песня еще не вышла. Указывать, если она уже вышла на просторы интернета, она уже простор. Это клип только вышла, а песня еще не вышла. Ну, это... Песню мы даже еще не загрузили. А песню, когда мы пели даже Мейда Туган Телда, мы указали как автора вас. Итак, короче, достар, мына таныштық автором слов менің ерім рұқсат ит, язған менің яқташым Әбиелилден Апай, Ирназарова, Нейля Апай. Вот, мы как раз таки заключать договор. Скажите, пожалуйста, пару слов. Мы сейчас договорились, авторское указываем, и здесь башкирская домохозяйка Милёша нам помогает участник МСВО, и Байсам Абзелилского района от нее будет маленький подарок, и отправим 31-й полк на той неделе. Все, им спасибо. Реналь распечатывает договор. Нотариуска обращаться к нотариусу, это такие договора мы нотариально не заверяем. Уйдегез между собой төзегіз договор. Теперь я совет берділер. Сіз мені вообще қорқыттығыз білем. Мен сплавтан қайтып үлгірмем, бұнда меня адвокаттар звонит. Не на шутку перепугались. Аллаха шүкір, к решению пришли. Аллаха шүкір, Нейляпа нормально отреагировала. А то мне там был капец. Хадр неме был вытертип, куркыват кейнник. Все нормально. Исправление верно тут? Да, Все, доктор Нейляпа подписывает разрешение на использование ее стихов в моей песне «Рухсатит». Моей тугелинде Хасан ағайдыққа екі авторда мен рұқсат еттілер. Енді да рұқсат еткеніне использовать Хасан аға Усманов, хадыр мына Нейля апай. Альберт помощь верала, и все, будем ишевик, будто достар. К сожалению, во времени ограничены. Хотелось бы, конечно, с вами как-нибудь чаек попить. Ну ладно, как-нибудь в следующий раз. Нейля апай, айтхага претензий не имеете? Никаких претензий не имеем, все, мы вопросы уладили. Спасибо Милёше и Вам его мужу спасибо. Альберту.
и Риналь продюсеру, и все, мы нормально, все хорошо сделали, разрешили вопрос. Ярай. Аллаха шакар, достар, вопросы разрешили мирным путем. Все хорошо, теперь можно не переживать. Ну вот, бір клипті сығардық да бетенде. Ерсықмағанны, ерсыққа bütün площадкаларда автордан обязательно указать иттеринік, однозначно. И что мен исплавқа етемітіне, исплавтан қайтуға менің анда юд непринты звонки бетенде, әлінде номердар звонтып өткен, шынан хоң юрист звонткен енді. Айталарны, вот вы автора не указали, незаконно используете слова песни тенде. Слова песни, стихи инде. Шунан хоң, мен вообще расстроилась бетенде. Аптраным, я вообще с таким не сталкивалась. Шунан хоң, мен бетенде Хасан Агай Усмановтан алдым бетенде разрешение ерларға бетенде. И думала, на этом все, типа, илагайным бетенде. Ну, ерді сығарғас думали укажем, потому что туған тіл телеканалында мен ердағанда мен Хасан Ағайдыла указать еттім. И мына Нәйлапай Ирназарованы тоже указать еттіп, мен ерді ерланым, автордарды бід указать еттік. А тут клипта указать етмәгәнің. Они, наверное, думали, что ер уже сыққан во всех площадках, типа, уйлагандар мекен. Короче, начали мне предъявлять претензии. Башта, конечно, она просила ноутбуки, кнопочные телефоны, квадрокоптеры, но ундай ақса юқ, олай етіп ярдам еттерге. Определенная сумма, нендей сумма екен айтмайым, шо евердегенде ярдам қарынды. Вот шундай хәлдәр булды, достар. Поэтому в следующий раз меня урок булды был. Достар, мына көп кішер ялғандар енді, что ду размердар ошы костюмдың юқ, тип уже, прикиньте, уже вчера разобрали. Юдден ашу ду размердар, и прикиньте, біз не предполагали, что менің химақ пышкалар көп тип. Костюмдарды взяли и разобрали. Шunu соң ғафуйте, достар, в корзину себе положите ошы костюмдарды, бір аднанан келіп ете партия больших размеров. И, кстати, мына ошы костюмдарды, оказывается, көп кішілер, как домашний киелер екен. Муслиновый. Ол муслиновый тәнге рахат бет. Мына азалия қарағы үйде киіп жүрей. Мына ошай маечка киегенде, разный маечкалар киелі, и үйде шуны киіп жүрей. Как домашний пижама етіп кием. Представляете, менің костюмымды пижама етіп киіп жүрей. Бір аднана келі, в корзину сохраняйте, отзывтар қалдырығыт. Опять-таки, повторюсь, әгер да бірай түймеге келіп түшкен болғандар, может, білмей, бір дефект бардыр, обязательно ана шул брошюрала телефон номер қалдырылған, шунда отзыв қалдырығыт, біз все исправим, достар. Вот. И мен еще заказала 60-й размер. 60-й размерлар тоже келесек. 60-й размер, достар, мына менде ине ветінде 52-й, 54-й ине, ол меня свободный вообще нық хайвет. А 58-й бар вет. 58-й это вообще еще в 2 раза же больше. Поэтому мен аптраным, қайбір қыздар язғандар, 60-й почему нету, а мен алардың страницаға еніп қарағам, олар менен де ябығырақ. Почему 60-й просит? Я не поняла вообще. Может, мен камерала бәлекей көрінемдір, но на самом деле мен капец нық зур кішімін, достар. Аделинина мама жива, здорова, живет в Уфе. Она замужем. Вот. Детей у нее больше нету. Аделина единственная дочка. И многие спрашивают, вы бы сняли с ней Вайн? Конечно, сняла. А еще задают вопросы, там, общается ли она со свекровью. Не знаю. Вот это не могу сказать, потому что, честное слово, я не знаю. Свекровь на эту тему не говорила. Может быть, она и приезжает, когда нас нету. И я никогда не спрашивала, не интересовалась. Как человек спросили про Алтыная Валитова, общаемся ли мы или нет. Да, бывает иногда, достар, мы переписываемся в Инстаграме, узнаем у друг друга, как дела там. Привет, привет, как дела? Вот. Но где-то месяц уже, наверное, мы не переписывались. И все, никакие темы мы абсолютно не обсуждаем. Просто узнаем у друг друга, как дела, достар. Конечно, у меня есть идея, мысль сделать с Алтынаем Валитовым интервью. Я хочу с ним сделать интервью, как бы прямой эфир записать, потому что он сюда же не приедет. Вот. Но это пока что идея только. Я свою идею озвучила своей команде, скажем так. 50% против, почему-то некоторые, 50% за. Короче, пока мы думаем.
поддел подписи. Короче, достар, келегидали. Мына бында Азалия подделывает документы. Прикиньте. Такое сейчас засудить могут? За это есть административная или какая-то уголовная? Это мы шутим вообще-то. Просто она заполняет документы вместо папы, а папа потом Я такую подпись не смогу повторить. Папа подпишет мне Я сама подпишу? Не надо подписывать. Нет, я сама везде по одинаковому. Завтра по правам ребенка или ветеринарному Мгм. уставу. Я уже подписала. Она, Эльвина, 100 кильдерда по правам детей. Кто-то нажаловался из подписчиков, и к Эльвине 100 нагрянула эта инспекция, или как там. Ну вот это, кто там, по несовершеннолетним, по делам детей, короче. И они у нее дома проверили холодильник, одежды есть, нет, бутылок нету, не алкашили. Кыйганский котлет, ну кыймаган, румяный котлет, румяный. И макарончики. Что за потребительское отношение, мам? Нужно говорить, пожалуйста. Кому? Аделина, пора и мне. В смысле, вы мои дети? Зачем я вам должна, пожалуйста, говорить? Ну я же тебе, пожалуйста, говорю. Мам, сделай то-то, пожалуйста. Да? Не могла бы ли ты вот это вот принеси мне, пожалуйста? А ты говоришь, мам, сделай давай, быстро. Что вы можете сказать по этому поводу? Пап, как ты отреагируешь, если я приведу к нам домой черного киява? Черного Киева? Какой черный? Это как черный Киев? Ну, темнокожий. Африканец, что ли? Ну да. В смысле, ты встречаешься с африканцем, что ли? Ну, а если вдруг? В смысле, а если вдруг? Ты встречаешься или нет? Взрослые люди, по 45 лет каждому. Что еще? Я его все звуки знаю. Ну, говори. Нормальные отношения. Ты встречаешься с темнокожим, что ли? Да. Да? Не буду комментировать, пожалуйста. Еще что надо? Папа в шоке. Вообще на лагерьға барам Тихановы тоқтар, огромнейший список бирәләр. Анда я Ходай әллә күпме документтар кәрәк. Я Ходай әллә күпме әйберләр кәрәк. Ручки, блокноты, әллә нимәләр кип картон, прямо аптыранып куйдым. Огромнейший список биргәннәр. Это ярай әле. Ул документтары как будто, блин, Азалия университетка поступать итәнне. У меня отец живет в Уфе. Он женат. У него другая семья, давным-давно уже. У меня даже есть родная сестренка, у нас общий отец, а мамы разные. В случае, как у Азалии с Аделиной. Мы с ней не общаемся, она уже взрослая, замужем тоже. У нас разница в возрасте 20 лет, примерно так. Он по образованию инженер, закончил авиационный университет. Всю жизнь жил в Уфе. Как уехал вот с Абзелиловского района, он, кстати, тоже с Абзелиловского района, с деревни Паимова. Как он уехал в Уфу, поступил и с тех пор живет в Уфе. И работал в МПО инженером, потом ушел в бизнес. Вот. А сейчас уже на пенсии отдыхает. С ним тоже не общаемся, вы тоже знаете, мы в контрах. Короче, я вообще ни с кем не общаюсь. Телярика наша, ике подружка. Инде кейинерге яраталарда инде. Прямо Альберт, окшагандар Альбертка. Шопец любит. Пока, мы қайтты. Блин, это снова. Ну ты там оқса қойсың 160 мың. Рассрочку нужно взять. Кетті балақ шоң диван үстіне рассрочка алып отырамын қазір еще бәлем. Или үйіңді қаптың. Сату бәлем. Ну 160 мыңға маған алып отырмаймын енді бәлем. Күйт әлі Милеуша үйінен күт. Леруа Мерлен исемен үзгәрткән. Леруа Мерлен теперь Лемана Про. Так что Леруа Мерленга килдем дип хәбәр итәмәгез. Лемана Прога барып килгән. Лемана Прола алдым әйберләр. Прикиньте, почему название поменяли, не знаю. Әйтәләр, что безекеләр французлардан отжали Леруа Мерленде. Насылмы юкмы белмәйм. Ана ушундай мачалкалар гел алам Леруа Мерленда достар.
Алар торалар 120 сум. Аяк алдайым. 170 сум. Ну алар вообще хаттар шәп. Просто обалденный тәнди алар. Прямо бүтін бысрақты қырып сығарады оқтар. Не шул юқа қыра кирпистен? Не халалар ма? Не? Не мындай кирпич. Ана өтесінде. Мощныйрақ бір кирпич. Өтесінде шарафты кирпич ана, анда. Это просто облицовочный что ли? Бізге мына алла берха уже понедельник кирпич эшләргә килә. Бір печник инде. Әллә күпме печниктар ман һөйләштек, evet, прикиньте, хактар везде разные. Короче, бір печник хураны 200 икән, 1000 хураны инде, мейскә. Шуннан һәм берәүһе 250 тине, шуннан берәүһе 100 икән тине. В итоге бір үзбәкте таптык, ул 150 тине. 140, и мы на нем остановились инде. Белмәйм инде, осы эшләп, насар эшләп куймаган. Минем эшләрем карадым, күп эшләгән. Ул уже монда Башкирияда 10 ел эшләй. Ул только мейстер генә эшләйди. Ул бер олы үзбәк инде. Вот прикиньте, разница какая. 200 меңдән башланып, 200 мең предлагать итәләр печниктар. И пониже, именно 140-ка таптык. Как всегда, үзбәктәр дешевле делают. Но самое главное, хәвет эшләгәндәрне, чтобы төтен сыкмаһын. Потому что үдегез беләһегез, что мейстер любой там может тяплап халырга, ул может түтәргә. Прикиньте, мына һәр мен куркам, то что ул осуд, самый осуд, уның хакы бит инде. Һәр куркам, то что ул эшләрдә, и безнең мейс түтәр. И что мы будем тогда делать? Аделина, бешмәң булды, ниңмән? Плашыңман? Нет. Что такие грустные? А? Плохо? Почему плохо? Поясница? Аделина тоже грустная. Давай иди куда-то в центр йөргәнләр. Что, почему? Со мной не хочешь? Мы, короче, взяли вон там, он лежит, мочалки и новую гладильную доску взяли, Аделина. Это? Это и этот еще, как там? Ёржик взяли. А то наш ёржик в шоколадной пасте. Шоколадной пасте. Кто-то много нутеллы ел. Начнем с продуктов. Ватные диски. Масочки я взяла себе. Смотрите, такие розовенькие, хорошенькие. Огромная пачка влажных салфеток. Сметана. После той истории о том, как мама наелась деревенской сметаны, ей стало плохо, почему-то мама решила, что если заменить сметану на городскую сметану, которая продается в магазине, то все поменяется. Это неправда. Варенье. Вот это варенье мы покупаем каждую неделю. Мама за неделю съедает всю банку, представляете? Я в шоке, честно говоря. Причем дома у нас есть варенье только она, и мед тоже есть только она. Но заканчивается с такой скоростью, будто это едят человека 3. Кефир. Вот такая вот мука, высший сорт, пшеничная, хлебопекарная, произведена на швейцарском оборудовании из отборного зерна. Крем для ног. Натуральный био-йогурт. Кстати, его тоже хватает 3-4 дня, и полностью он исчезает. Я вот иногда покупаю, и вот где-то через 2 дня думаю о том, ой, сейчас пойду попью йогурт, смотрю, его уже нет. Лук. Томаты черри на ветке. Честно говоря, раньше мы редко брали помидоры черри, только если мы делали какой-то определенный салат, в котором нужны были эти помидоры. Но сейчас они оказались настолько вкусными, что мама их берет постоянно, и мы их едим вместо обычных помидоров. Тарталетки. А еще, доктор, кто не знает, я до сих пор прохожу лечение в косметоклинике. Надеюсь, это можно видеть по моему лицу, потому что изменения реально на лицо. И кожа стала намного лучше. Я вообще очень рада, что согласилась на это лечение. Так вот, во время этого лечения я пью вот такие вот витамины. Называется витамин А, но именно конкретно эти Сатред. И их можно купить просто в аптеке. Чай, и еще чай, индийский чай. Вот родители, когда у них закончилась заварка, почему-то решили попробовать чай в пакетиках, и им очень зашел вот этот вот чай. Это не я. 4 плитки шоколада. Ну да. Понятно, чем я сегодня ночью буду заниматься, да? Ламбер. Аленка. Смотрите, какая большая. Сливки. Чеснок. Кто не знал, мама очень любит чеснок. Молочко для тела. Сначала у меня было шоколадное, потому что у меня от Дольче Милк еще шоколадный гель для душа. Мне очень нравится этот запах, нравится, как пахнет, все такое шоколадное. Вот. Но он закончился, и его не было в магазине, поэтому я взяла
запахом ванили. Я очень надеюсь, что он пахнет нормально, потому что из всех запахов, которые я пробовала от Dolce Milk, больше всего мне понравился шоколадный. Он более-менее нормально пах, и мне очень нравилась консистенция. Вот. И так как увлажняет хорошо тело, я решила взять вот такой вот. Надеюсь, что Dolce Milk меня не подведет. На этом обзор покупок из пятерочки закрыт. Достарма сегодня банный день. Еще с сестренком келя. Мына біздің утын, который мужиктар әзірлеген. Мұнда немен тоқтығын мейіске? Мен карты тықтым, цементтің нейін, чтобы яғи бар екен әке қарас. Ал цементтің не асет айтмаймын. Неме киесің? Ол түпке тәлділі қойды Потому ғой. что мен өзім яғырым нетем дей. Қоя беріп тұтығам әбет атмақ. Ұшындай не тығасың. Башетіні ұшылай. Сен от башында нелерін бірі сап көрейін. Батасың, какой был? Вот ты такой интересный. Қайдан мен алайым бұл бәлекедерді? Лайфхак. Несек отын тығырғаны. И нифига янмайшы. Әд қалдың. Опять что-то бүгін белім орта. Мен сен еттім? Неме өттің? Что, что? Марамай, суық сұрақ қойыңар, ғат демейді. Таңнамайсың. У тебя попа как слива. Слива ұқшаған. Ялманы нефига ле? Сен оңасып қараға. Бұл сұртты сен кіртірі дейсің. Именно. Шланганы не, бұл сұрақ шлангы біле алсаң. И что будет? Бұл сұрақ шанкы мағыд хаң. Мен я давно айттым мұнсаға хойындыр деп. Кто говорил мұнсаға хойындыр деп? Несәме ел мұнса дейхің, несәме ел мен я мұнсаға хойындыр дейім. Аса гнездоғын ішләгән. Вот, что теперь делать, ёпырысыты? Что за фигня? Қарағыдай, ішінде бар ма екен вообще? Какой-то странный на глаз похож, да? Это какой-то глаз. Что делать? Блях-муха, мне страшно. Они офигели, на моей территории нельзя. Гнездо ведь ты. Да, ребят, давай, убирай осиное гнездо. Блин, они все вот это бананы, что за фигня? А если сейчас она прилетит, разозлится, Альберт? Ну нет его дома, Если все. башма. Слушай. А вдруг он кукейдер ресенделер или что там? Да, она комната тут пара. Я, мурка. Все, ма. Альберт! Ну, не могу, она ведь, ма. Я, Барта сказала, пелькет. А если она разозлится и этот... А если разозлится, без юна утроганда чирдеганда келіп саға баштаған, нападать ете баштаға. Откуда она знает, что это ты? Ана! Осыбыре, Альберт! Ана, қара! Осып кетті, сенің артыңдан. Ой, вестелеп сақталады. Ай, опарышты. Обзор покупок из Leroy Merlin. Огромная доска. Смотрите, такая эстетичная. Огромное количество вот таких вот мочалок. Почему-то мама очень любит эти мочалки. Но они такие прикольные, пушистенькие. Нужная вещь в этом доме — это ёршик. Ух ты! Это, насколько я поняла, мыльница в ванну. Это даже для зубных щеток. Вот такая вот щетка. Согласитесь, смотрится очень эстетично. И вот такая вот корзиночка. Да. Угадайте, что это? Лестница в ванную комнату. Правда, я не знаю, зачем она. На обычную лестницу не похожа. Наверное, сюда что-то надо вешать. И последние покупки. Босоножки. Я купила в магазине Экрю. Это раньше было Бершкой. На платформе. То ли на каблуке, то ли на платформе. Вообще не разбираюсь. В общем, они очень красивые и удобные. Баги. Прикольные такой расцветки. Они такие очень легкие, свободненькие. Я очень хотела найти что-нибудь такое на лето. Именно джинсы, но чтобы они были такие легкие и было их удобно носить на повседневной жизни. Вот. И я купила вот такие джинсы-баги. Они вообще супер-супер удобно, комфортик. Вот.
а я их брала по скидке за 2000 рублей. Нет, Тухтар, я не сразу поняла, что это мой будущий супруг, потому что, когда был Альбертман Осраштек, он же меня обрызгал грязной водой, ехал на фуре, а мы вообще какие-то параллельные ретро-клубка со своей сестренкой на дискотеку, и мы с ним разругались. И он мне вообще на самом деле не понравился, в первую очередь мне не понравились его большие зубы. У меня небольшие зубы вообще. Нормальные. Правда? Нормальные зубы, а что тебе маленькие? Ну, у меня меньше, чем тебя. Но мне правда не понравились твои большие зубы. Я такая думаю, блин, какой-то зубастик. Есть ли чувство у тебя к МС Баш? Нет, конечно, Тухтар, нет у меня никаких чувств МС Башка. Мы просто с ним дружим и снимаем с ним, записываем с ним совместные песни. А так нет, конечно. Нет, на самом деле есть чувства. Есть дружеские, только дружеские. Меня на Яратам, как друга, как человека, он мне по духу прямо родной кишейный. Я хотела, что меня беренцы Ирман Айростом, потому что была там измена. Милая история тоже Гюлявянин бар, Хатр Гюляп Турмаем, уже повторяться не буду. И я не смогла простить измену. Вот. И если Альберт тоже меня изменяет, не меке, ну, какой вопрос задавать, не меке, не простила бы. Но ирдардан шундай свойства бар, алар куркалар катындарына признаться, что на самом деле у них на стороне роман. Вот шундай черта характера бар ирдардан, они говорят: нет, ты что, одурела что ли? Нет, я только тебя люблю, ты что? Аня, хватит шундай yok mu? Катындар никогда так не говорят, они лучше не мекут. Ana киноларны кара беле. Киноларда. Ну, кино и жизни живет. Может, ты свою историю расскажешь? Какой-то люди сөйлейсің. Ну, на самом деле, ирдар мына шулай тут. Қатындар да солай. А до последнего отнеки. Они тоже самые қатындар. Не бәтәс, ну кинода что көрсетілер? Какой секрет вашей долгой семейной жизни с Альбертом? Вот давай секрет. Ну, сильно справить не с Альбертом. Ну вот, давай, генетели. Какой наш секрет? То, что я очень добрый. Наш секрет долгой семейной жизни – это доброта Альберта. На самом деле, Тухтар, это правда, Тухтар, потому что Альберт очень терпеливый, очень внимательный, очень заботливый муж. В любой момент вы можете, семья разрушиться может, в любой момент много чего может произойти. Это человек к этому должен быть готов. Готов. Вот Меньшуна поняла. Потому что куп на семейные параларды наблюдать камбары, да нет, у меня муж не такой, он никогда так со мной не поступит. Нет, это я такая была раньше, кстати, я так же думала. Он только меня любит, он не способен на это. Фиг тебе, еще как способен, Тухтар. Даже будете в шоке от того, как он способен на это. Поэтому секретов никаких нету. Ну, может, аларның барлығын секреттар. Именно секретар. Білмеймін. Которые мы не знаем, что ли? Ну. Ну, что ты хочешь сказать, что есть такие секреты? Может быть, ну, алар көрәмін, бар бит секретлар. Ну, у нас есть секреты. Нет, у нас нет секретов. У матросов нет секретов.